Доброе утро! Вы смотрите «Главное утро Якутии». Понедельник, 5 июля на календаре. И всю эту неделю вместе с вами будем просыпаться мы, дежурные. Эфира Катерина Винокурова и Павел Танин. Да, сегодняшнее утро будем начинать очень информативно, очень интересно, но как минимум. Как минимум наши нерюнгринские коллеги сегодня расскажут про плюшевого медведя, которого изготовили аж в 70-х годах прошлого века. Представляете? Да, а наш юрист расскажет, как действовать в случае, если вам необходимо вернуть авиабилеты. Ну а наш садово-огородный эксперт расскажет, как сделать небольшой пруд на своей даче, который будет не только красивым, но и функциональным украшением вашего участка. Ну а по традиции начинаем наше утро. Мы, конечно же, с прогноза погоды узнаем, появятся ли сегодня вот эти спасительные осадки. Хоть долгожданные. Да. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 13-19 градусов. В Заречной группе 15-21, в южных 12-14, в Вилюйской группе 12-17 градусов, в Нижнеленских до 18 градусов тепла, в западных 11-15, в Колымендигирской группе 13-21, в Янских 16-20, на северо-западе от 9 до 19 градусов тепла. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила 19 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем нам обещают небольшой кратковременный дождь, грозу, а ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов. Что ж, даже если осадков не появится, как минимум температура начинает опускаться уже ниже 30 градусов со знаком плюс. Ну а мы хотим вам напомнить о средствах обратной связи. Наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Если вы хотите кого-то поздравить или задать нам какие-либо интересующие вопросы, пишите смело. Или банально пожелать всем нашим зрителям доброго утра. Помимо этого, не забывайте про нашу страницу в Инстаграм _Якутии Якутии, где тоже много интересного, где также можно оставить свои комментарии, пролайкать посты и так далее. Ну а далее узнаем о новостях, которые произошли не только в республике, но и за ее пределами, о которых нам расскажет наш коллега Иван Лазаренко. Доброе утро, Якутия! В эфире выпуск новостей. Республиканская ярмарка учебных мест и профессий «Профориентация-2021» пройдет сегодня на площади Орджоникидзе с 9 до 19 часов. На ярмарке соберутся приемные комиссии республиканских учебных заведений и центра вузов. Впервые примут участие профессиональные профориентаторы из Республиканского центра психолого-медико-социального сопровождения, Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и Центра опережающей профессиональной подготовки. На ярмарке всем желающим раздадут каталог-справочник вузов и СУЗов. Организаторы напоминают, во время мероприятия необходимо соблюдать дистанцию 1,5 метра, а также масочный режим. Накануне Аял Лазарев получил олимпийскую лицензию и выступит на играх в Токио. В адрес Олимпийского комитета Кыргызстана поступило официальное письмо от Объединенного мира борьбы, в котором воспитанник якутской школы борьбы получил приглашение на участие в играх в Токио в весовой категории до 125 килограммов. Напомним, в пробах его соперника по полуфиналу в олимпийском квалификационном турнире из Индии Малика Сумита нашли допинг, и борец был дисквалифицирован. 150 дворов будет благоустроено в столице региона в течение 5 лет. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев в ходе объезда городского округа город Якутск. Он ознакомился с ходом ремонтных работ на улицах города и пригородов. В этом году планируется отремонтировать около 50 километров дорог. Глава также осмотрел придомовые территории, на которых в данное время ведется благоустройство. По словам Айсена Николаева, сегодня необходимо менять подход к благоустройству дворов. Теперь это нужно делать комплексно, чтобы не оставалось белых пятен. Кроме этого, в течение этой пятилетки должно быть благоустроено 150 дворов в столице Якутии. Кроме этого, руководитель региона посетил территорию коррекционной школы номер 34, где встретился с учителями и родителями.
Предложил, чтобы здесь у нас появился в целом центр адаптивного воспитания, где будет и большая школа для учащихся детей с ограниченными возможностями. Будет также детский сад для таких же детей и будет интернат. И это все надо сделать на красивом, современном уровне. Уверен, что республика такой проект вместе с городом реализует в ближайшие годы. Ну и, конечно, я поручил в ближайшие годы, пока идет строительство, чтобы дети были тоже в соответствующих условиях у нас размещены. Ну а на самом деле сегодня мы здесь присутствуем тоже при историческом событии. Сегодня последняя деревянная школа в городе Якутске, которая вообще существует, вот она как раз уже сносится. Это тоже очень важное событие. Массовая вакцинация в Северо-Восточном федеральном университете идет уже почти полгода. Как сообщил ректор вуза Анатолий Николаев, всего первый компонент получили 1545 сотрудников и 4379 студентов, а второй – 1369 сотрудников и 4108 обучающихся. Следует отметить, что по истечению сроков, рекомендованных после заболевания коронавирусом, согласно графику идет процесс вакцинации сотрудников и студентов, сказал Анатолий Николаев, отметив, что студентам, получившим вакцину от коронавирусной инфекции, университет направит материальную помощь в размере 3000 рублей как меру поддержки. Зачисление денежных средств на счета студентов начнется уже в этом месяце. Также особое внимание уделяется сотрудникам старше 65. Их вакцинация для нас приоритетная, потому что старшее поколение наиболее уязвимо перед этой коварной болезнью, отметил ректор. К этому часу пока все. До встречи в эфире. Спасибо, Иван. Ну а мы продолжаем. И наш тренер по УШУ Светлана Кобякова уже готова поделиться своим мастерством и показать, как же правильно заряжать себя, как готовить себя к этому замечательному дню, чтобы он прошел только на позитивной ноте и максимально энергично. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох, и на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох. И на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох. И на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо. И выпрямили голову, вдох. И на выдохе опускаем голову вниз, давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову вправо, за подбородок толкаем, за затылок тянем, скручиваем голову мягко, без болевых ощущений, ощущая, как скручиваются шейные позвонки, разминаются. В другую сторону вдох, на выдохе давим на подбородок, тянем за затылок, вдох на выдохе и дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею, плечи крутим. Вверх, поднимаем почти до ушей, вперед округляем спину, назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И сань, отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И сань, хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе, начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие.
Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох, на выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, сы. Хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Спасибо, Светлана. Ну а в Якутске проходит операция «Нелегальный мигрант», во время которой сотрудники Министерства внутренних дел выявляют иностранных граждан, нарушивших закон и условия пребывания на территории нашей страны. Да, о том, как проходит эта операция, какие ее особенности, мы сегодня поговорим с гостем нашей студии. Это Давыдов Николай, старший инспектор по особым поручениям Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха-Якутия. Николай, доброе утро. Доброе утро. Вот, первый главный вопрос, да, что за операция «Нелегальный иммигрант», как долго она длится и как часто проводится? Ну, данная операция направлена на предотвращение незаконной миграции на территории Республики Саха-Якутия, ну и на территории Российской Федерации в целом, на противодействие экстремистской направленности, также направлена против терроризма. Получается, во время операции она у нас шла с 21 по 27.06 текущего года. Были выявлены, было проверено 3937 иностранных граждан, среди которых было выявлено 181 нарушение. Эти нарушения связаны с режимом пребывания, их было в порядке 97, а также осуществление трудовой деятельности, это 63 правонарушения, иные правонарушения в сфере миграции, их было 21. По линии ГИБДД было выявлено 42 административных правонарушения. Данные иностранные граждане были привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации. А чаще всего граждане каких стран? Чаще, конечно, встречаются граждане Кыргызской республики, Республики Таджикистан, Узбекистан. Это в основном уроженцы из СНГ. То есть, в принципе, три страны, не будем говорить фавориты, да, чаще всего бывают нарушения. Собственно, как отразилась вообще работа полиции в связи с ограничительными мерами, да, во время ковида? В связи с новым указом президента от 15.06.2021 года о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в период преодоления новой коронавирусной инфекции COVID-19, иностранные граждане, у которых срок действия документов, скажем так, истекли, стали здесь незаконно находиться с 15 марта, срок их документов приостанавливается. Но это не распространяется на граждан, у которых закончились документы до пандемии. Иностранные граждане могут обратиться к нам, получается, в миграционные пункты при желании продлить свою постановку на миграционный учет. Но также у нас мы исключаем сейчас дополнительное наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации в связи с данным указом. Также не закрываем въезды в Российскую Федерацию за исключением лиц, которые носят общественно опасный характер. Если вкратце, что так. А вот вообще количество нарушений на фоне пандемии, оно как-то снизилось, может быть, наоборот, увеличилось? Нарушение, конечно, снизилось. Все равно имеются нарушения, как я ранее сказал, было за режим пребывания 97. Да, конечно, когда при выявлении иностранных граждан, то закончился режим пребывания, до пандемии мы также составляем административные протоколы по части 1.1 статьи 18.8 Кодекса административных правонарушений. Эти материалы направляются в суды республики для их рассмотрения, но при рассмотрении назначается только штраф.
Вот, наверное, имеет смысл спросить вот, нарушение правил пребывания, то есть какие это правила, какие чаще всего нарушаются. То есть, кроме, понятно, есть визовый режим, а есть еще какие-то вот правила именно самого пребывания. При въезде иностранный гражданин, получается, должен встать на миграционный учет. После этого оформить себе разрешительные документы, такие как патент на работу, но это за исключением иностранных граждан, которые входят в Евразийский экономический союз. Это Кыргызстан, Беларусь, Казахстан. Данные граждане, получается, могут продлить свой режим пребывания по трудовому договору. Николай, а какие меры предпринимаются и как вы поступаете с гражданами, которые вот на данный момент нелегально находятся в нашей стране, Российской Федерации? При выявлении таких иностранных граждан, повторюсь еще раз, мы составляем административные протокола в отношении данной категории лиц, направляем материалы в суд по региону нашей республики. Там, получается, его рассматривают, назначается административный штраф без административного выдворения. А они обратно выезжают к себе на родину или все же? Нет, после этого они могут уже встать на миграционный учет. В связи с указом президента 364. А можете привести какой-то яркий пример в рамках последней операции? Допустим, недавно, в один из дней, совместно МВД по Республике Саха-Якутия, совместно межмуниципальным управлением МВД России и Якутская при силовой поддержке Росгвардии была осуществлена внеплановая выездная проверка на Труда-4. При проверке документов был выявлен гражданин Киргизской республики, который при визуальном осмотре были выявлены яркие примеры подделки миграционной карты и постановки на миграционный учет. Данный иностранный гражданин был доставлен в межмуниципальное управление МВД России Якутская для дальнейшего разбирательства. В ходе проверки по базам данным МВД России было установлено, что данный иностранный гражданин действительно использует поддельную миграционную карту, то есть, получается, дата въезда в нашей базе одна, а у него другая. В связи с чем был собран материал и передан по территориальности в отдел полиции номер 2 межмуниципального управления МВД России Якутская для дальнейшего разбирательства в рамках статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Мы, получается, говорим про подделку документов фактически. Да. Часто ли это явление? Бывает. Что ж, Николай, спасибо вам за такой интересный разговор этим утром, достаточно серьезный. Да, и желаем, конечно, успехов, удачи в вашей работе. Спасибо. Интересно узнать все-таки у вас, верите ли вы в гороскопы? Уже от темы отходя, да, совершенно другая. Это... я больше реалист, но так как-то не очень. Есть ли, может быть, какая-то статистика, какие знаки зодиака больше нарушают миграционное законодательство? Это сложно. Вообще, к чему мы это? На очереди наш традиционный гороскоп. Узнаем, что готовят, какие прогнозы астрологические нам. На эту неделю. Овен, на этой неделе ищите максимально правильное и полезное приложение возросшей энергии. Избегайте утопичных идей. Не стройте планы на отдаленную перспективу. Верьте фактам, интуиции и тому опыту, что скопили за жизнь. Совещаться с кем-либо не стоит. Телец, собственные демоны на этой неделе могут заставить вас забыть про покой. Это повод разобраться в себе. Не исключен сюрприз от близких людей или от любимого человека. Одинокие тельцы могут рассчитывать на знаки внимания от потенциальных партнеров. Близнецы, неделя не слишком благоприятна. Вероятно, придется хранить чей-то секрет или сдерживать рвущиеся через край раздражения. Обстоятельства, которые внезапно откроются, требуют неторопливого анализа. Импульсивное поведение повлечет малоприятные последствия. Рак. Не забывайте об интересах противоположных сторон. На неделе важно объективно оценивать ситуацию. Меньше сомнений в личных делах. От вас зависит многое, если не все. Пытаясь что-то скрыть, вы еще больше усложняете ситуацию. Лев. Вам следует любыми путями избегать дебатов. Пусть окружающие останутся при своем. Главное — сохранить эмоциональное равновесие и уверенность в собственных силах. Выходные гороскоп рекомендует посвятить только себе.
Дева. Многим эта неделя покажется долгой и пресной. Подумайте, какие дела постоянно откладывали, и приступайте к их реализации. Вторая половина недели потребует ответа на какой-то серьезный вопрос, связанный либо с финансовой, либо с межличностной сферой. Весы. Неделя будет благоприятной и ровной. Сейчас отличный момент, чтобы задать важный вопрос, изложить кому-то свои пожелания или сформулировать просьбу. Воздержитесь от дел, исход которых для вас не ясен. Скорпион. На неделе произойдет прирост жизненных сил. Возможно, вы обнаружите информацию, которую можно будет использовать с расчетом на будущее. В личной жизни воздержитесь от ультиматумов в адрес своего партнера. Не отказывайтесь идти на уступки. Стрелец. На этой неделе придется принимать решения, от которых зависит ближайшее будущее, и помогать кому-то из близких. Найдите свободное время, чтобы проверить свой организм на наличие неприятных симптомов, и уделите время отдыху. Козерог. Вы обнаружите множество дел, которых раньше почему-то не замечали. Следите за тем, чтобы старания не оказались напрасной тратой сил. Организму следует предоставить возможность для отдыха и избавиться от эмоциональных перегрузок. Водолей. Возникнет необходимость завершить дела, ранее отложенные до лучших времен. К середине недели стабилизируется внутрисемейная обстановка. Это подходящий момент, чтобы обсудить планы на будущее и решить разные спорные вопросы. Рыбы. Прежде чем вкладывать во что бы то ни было свою энергию и личное время, оцените возможные риски. До стабильности еще далеко, а значит, нет смысла выстраивать долгосрочные планы. Живите текущим моментом. Доброе утро! Сегодня свой 75-й день рождения отмечает, пожалуй, один из самых летних женских нарядов. Да, ну раз мы говорим про самые летние, лето это всегда купание, водоемы, то очевидно, что речь идет о купальнике. Да, но не о всех купальниках, а именно о модели бикини. В 1946 году во время показа мод в Париже, это была манекенщица Мишлен Бернардини, вышла на подиум, прикрытая двумя узкими полосками. Да, костюм посчитали просто пощечиной общественному вкусу, поскольку до этого предпочтительно все женщины одевали полностью закрытые купальники, соединенные надевали. И тут же окрестили этот наряд бикини в честь такого атолла, на котором 4 днями ранее США провели испытания атомной бомбы. Вероятно, шок от новой модели был не меньшим, чем от ядерного взрыва. Ну а с другими знаменательными событиями знакомимся далее. 5 июля – День трудоголиков. По народному календарю, если сегодня жаркая погода, то начало зимы будет суровым и студеным. А если сегодня много комаров, то это к теплу. 5 июля 1439 года подписана Флорентийская уния – акт об объединении православной и католической церквей. 5 июля 1841 года английский проповедник Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. Первую в мире групповую турпоездку он сделал безалкогольной. На специальном поезде 570 рабочих проехали по живописному маршруту между двумя английскими городками. 5 июля 1865 года создали секретную службу США. Это подразделение для борьбы с фальшивомонетчиками. 5 июля 1881 года открыли уникальную древнеегипетскую гробницу с захоронениями фараонов. Под Луксором обнаружили погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями. 5 июля 1946 года – день рождения бикини. Во время показа мод в Париже впервые представили этот новый женский купальник. До этого на пляжах женщины носили только закрытые купальники. Наряд назвали бикини по имени атолла, над которым ранее США провели испытания атомной бомбы. 5 июля 1793 года родился Павел Пестель, русский дворянин, декабрист. 5 июля 1802 года родился Павел Нахимов, русский флотоводец и адмирал. В этот день в 1857 году родилась Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин. 5 июля 1901 года на свет появился Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве. В 1911 году 5 июля родился Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции. Именины в этот день празднуют Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна и Федор.
Портрет звезды футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси площадью 2000 квадратных метров нарисовали на дне высохшего озера в городе Сирджан. По словам геодезиста и художника Абольфази Садыги, во время создания портрета футбольной звезды участок размечали при помощи GPS. Красками для картины послужила смесь древесного угля и воды. Садыги объяснил, что территория гигантского портрета была поделена на 5 частей, на каждой из которых создавался составной элемент общей работы. Волосы и борода футболиста были созданы на одном участке, его глаза и рот на другом. Левое ухо игрока нарисовали на третьем участке, а часть туловища с надписью Eternal 10 на четвертом. Правое ухо, волосы и борода игрока заняли 5-й участок, поделился автор. Ну а после того, как Абольфази Садыги опубликовал фотографии портрета на своей странице в социальной сети, их заметили и разместили в официальном аккаунте Месси. День рождения футболиста 24 июня. Это «Утро Якутии» на Якутия-24 НВК Саха. Встречаем понедельник, 5 июля. Катерина Винокурова, Павел Танин в студии. Всю неделю так и будет. Да, желаем вам отличного настроения и напоминаем вам про наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Если вы хотите кого-то поздравить или задать какие-то вопросы, то пишите нам. Да, мы обязательно все прочитаем. И не забывайте про нашу страницу в Инстаграм _подчеркивание Якутии. Много всего интересного. От вас, пожалуйста, лайки, репосты, может быть, ну хотя бы комментарии. Да, если вы что-то пропустили, обязательно загляните на нашу страничку, а также не забывайте про YouTube-канал. В строчке набора достаточно написать «Утро Якутии», и вы увидите все эфиры нашей программы. Да, ну а прямо сейчас передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Узнаем о последних событиях в республике и за ее пределами. Доброе утро, Якутия. Это новости. Минздрав России рекомендовал прививать против коронавируса беременных из группы риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции вакциной «Спутник Ви» с 22-й недели беременности. К группам риска по коронавирусу среди беременных относят женщин с ожирением, хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, хронической болезнью почек, а также заболеваниями печени. Также ожирение в 2-3 раза увеличивает шансы развития тяжелых форм инфекций. По данным Минздрава следует, что данных об опасности вакцины «Спутник Ви» для беременной женщины или ее плода нет. Правительство Якутии ведет активную работу с Минтрансом России по выделению средств на субсидирование авиабилетов из Якутска в Москву и Санкт-Петербург уже в этом году. Об этом в ходе прямого эфира в соцсетях рассказал глава республики Айсен Николаев. Мы ведем переговоры с Минтрансом России по вопросам субсидирования. Я уверен, что ведомство обязательно найдет возможность субсидирования рейсов Якутск-Москва, Якутск-Санкт-Петербург уже в этом году, сказал глава Якутии. Айсен Николаев отметил, что уже был разговор на эту тему с министром транспорта России Виталием Савельевым, которого глава республики охарактеризовал как специалиста высочайшего класса, знающего проблемы отрасли. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 3 лет срока лишения свободы за повторное управление транспортом в нетрезвом состоянии. В пояснительной записке к документу авторы законопроекта отмечают, что поправки вызваны ростом угроз, связанных с вождением в нетрезвом виде. Помимо этого, приведена статистика, которая свидетельствует об устойчивой тенденции роста повторных преступлений и неэффективности действующих санкций. Если раньше пьяная езда за рулем каралась 2 годами лишения свободы, то теперь за повторное нарушение по этой статье суд может приговорить к 3 годам тюрьмы. Также увеличивается размер штрафа, он составит от 300 до 500 тысяч рублей вместо 200-300 тысяч рублей текущих, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет взамен от 1 года до 2 лет. Кроме того, в качестве наказания предусмотрены исправительные работы на срок до 2 лет, ограничение свободы до 3 лет и принудительные работы также на срок до 3 лет. Помимо этого, виновного лишат права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 6 лет.
До 4 миллионов домовладений смогут бесплатно подключить к газу по новым правилам. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что председателем правительства уже подписана дорожная карта по реализации задачи, поставленной президентом. За подключение газа к домовладению будет отвечать единый региональный оператор. Бесплатно газ он обязан подвести от магистрального трубопровода до забора частной территории. Жителям надо будет только оплачивать строительство и прокладку газопровода внутри своего участка, а также приобретать необходимое оборудование. На все работы по газификации частных домов будет заключаться один типовой договор, который сейчас разрабатывается в правительстве. В нем пропишут план работы и все, что связано с обустройством участка. И это позволит избежать необоснованного завышения цен на газификацию частных домовладений. На этом пока все. До встречи в эфире. Сезон отпусков в самом разгаре, но никто из нас не застрахован от форс-мажорных ситуаций. Что же делать, если билеты куплены, а вылететь вы по каким-то причинам не можете? Как грамотно вернуть билеты и не потерять при этом деньги, расскажет наш юрист. Доброе утро. Скоро у нас сезон отпусков, и, конечно, актуальным является возврат билетов. В прошлом году мы возвращали билеты в связи с мажорными обстоятельствами, то есть повсеместно выдавались ваучеры, да, и иные документы, позволяющие нам вернуть билеты. Сейчас можно обратиться за их реализацией и получить билеты. Но сегодня немножко не об этом. Мы поговорим о статье 103 Воздушного кодекса Российской Федерации, то есть возврат по обстоятельствам, которые не зависят от человека. В данном случае мы разберем именно болезнь. Согласно пункту 2 статьи 108 Воздушного кодекса, в случае вынужденного отказа пассажира от воздушной перевозки в связи с болезнью пассажира, уведомление об этом перевозчика до окончания регистрации, нам возвращается сумма в полном объеме. Также это предусмотрено пунктами 116 правил формирования и применения тарифов и пунктом 41 Федерального авиационных правил. Да? То есть они четко устанавливают, что мы возвращаем сумму полностью, если мы предупредили об этом авиаперевозчика до конца регистрации. Но все немножко не так просто. Во-первых, что нужно сделать? Если мы предупреждаем авиаперевозчика через авиакассы, то все достаточно просто. То есть мы заранее берем медицинский документ, который должен содержать следующие вещи. То есть первое – это печать врача, печать самой организации, четкое наименование организации, вашу, естественно, фамилию, имя, отчество, дату рождения, диагноз и период, в который вы болеете, что вы точно не можете в это время совершить авиаперелет. Это относится также к медицинским документам детей, близких родственников. К родственникам относятся, получается, братья, сестры, понятно, дети, бабушки, дедушки, родители. То есть это все близкие родственники, которые могут неожиданно заболеть, и в связи с этим мы можем обратиться о том, что хотим вернуть полностью билет или поменять дату. Авиаперевозчик не должен за это взимать никакие тарифы. Поэтому при обращении смотрим внимательно на форму. Форма располагается, как правило, на сайте авиаперевозчика. В форме есть пометка, что мы соглашаемся с взимаемыми, получается, тарифами. То есть как бы перевозчик за замену авиабилета иногда взимает определенные тарифы, удерживает некоторую сумму. В данном случае, если вы обращаетесь именно в связи с болезнью, эту строку нужно либо удалить, если это в электронном варианте, или вычеркнуть, если вы вручную заполняете. Но вы можете также обратиться без медицинского документа. То есть в случае, если вам срочно нужно вылетать, вы неожиданно заболели, медицинский документ, естественно, не так просто комиссионно получить, то есть он должен быть подписан и руководителем медицинской организации, вы делаете пометку: медицинский документ будет предоставлен позднее, и в последующем его предоставляете. В этом случае авиакомпания знает, что возвращаете билет согласно регламенту, что вам должны вернуть полную сумму, вы указываете реквизиты, на которые вам эту сумму должны перечислить, и что вы должны предоставить до момента перечисления, получается, медицинские документы. Вам не могут отказать. Если вам стало плохо прямо в аэропорту есть медпункт. Также вы обращаетесь в медпункт, просите, получается, медицинскую справку, ее заверяет врач медпункта, заверяет медпункт, то есть руководитель, и с этими документами вы можете сразу идти в кассу, представителю авиаперевозчика, и обратиться о том, что вы хотите сдать билет. Обращаю ваше внимание, что при сдаче билета по другим обстоятельствам нужно учитывать регламент авиакомпании, то есть и факт того, что возвратные, невозвратные тарифы, да, если он, возможно, невозвратный, но это по вине авиакомпании в связи с изменением даты вылета, изменением времени вылета или маршрута, то вы также можете обратиться, и также вас полностью вам должны вернуть, потому что это не ваша вина. Если вы сдаете по другим обстоятельствам, нужно ознакомиться с регламентом возврата на сайте авиакомпании. Удачного отдыха!
Но, к сожалению, уехать в отпуск могут далеко не все. Вот, например, звери, которые живут в зоопарках, годами вынуждены находиться в одном и том же месте. И в стуже, и в зное. Задача людей, которые в зоопарке работают, максимально облегчить жизнь своим подопечным. Животные в зоопарке города Такома, штат Вашингтон, США, каждый по-своему справляется с аномальной жарой. На кадрах тигр по кличке Раджа наслаждается купанием в бассейне, а тапир Юна переходит в брод-пруд. Козам и бобру же приготовили ледяные угощения, чтобы они могли перекусить и охладиться. Сообщается, что на северо-западе США установилась аномально жаркая погода с температурой воздуха до 38 градусов по Цельсию. Ну, в принципе, некоторые свой отпуск, если раз мы уже поймали отпускную волну, люди проводят некоторые, конечно же, на даче. Да, как это делает, допустим, наш садово-огородный эксперт Ольга Шиханова. Она установила у себя на даче небольшой пруд. Очень красиво, но и функционально. Да, самое главное в таких вещах – это как раз-таки не только эстетическое украшение для дома, но и какая-то польза. Доброе утро, дорогие уважаемые телезрители и дачники. Мы сегодня жаркий такой день, находимся на даче и вот возле воды. Мы сделали вот такое давным-давно такое озеро. Просто выкопали где-то метр с лишним оно глубиной. И вот такое овальное сделали. Бока, чтобы не ранили они, не травмировали пленку. Сейчас вот делали пластмассовые трубы, вот так вот закруглили. И натягиваем пленку. Пленку берем в 2 слоя. Разрезаем, ее вдвойне складываем и ложим. Так, чтобы она, когда вода будет наполняться, не натягивала края. И вот так камнями обложили. Вот эта пленка, допустим, она держится 2 года, зимует. Вот нынче перезимовала она. Снег мы сюда накидали и даже иногда оставляем воду. Воду оставляем, и она остается, и весной приезжаем, вода есть. Но 2 года. Емкость 2 кубометра воды. У нас вода городская. И все равно мы боимся, что хлорированная она, поэтому мы заливаем вот сюда. И, допустим, на такие растения, капуста, она вообще не может, не любит хлорку. Но иногда отстаиваем сутки и поливаем потом насос вот. А вот чувствительные очень томаты, помидоры. Если хлорка попадает, большая дозировка, у них начинается хлороз. Макушка сразу лимонная такая делается, это показатель. Вода чистая идет, конечно, вот и для цветов, комнатных цветов, редких растений, цветов. Она подходит. И какой-то здесь такой микроклимат создается, приятный, влажность повышенная, когда жарко. Вот здесь растет ландыши, у меня плантация, они не перемерзают, хотя глубина такая большая. Вот лилии, они тоже, это байкальские лилии, они тоже зимуют возле озера. Сами, кстати, сюда пришли, вот из этой плантации пришли и нашли место себе здесь они. Вот когда на дне появляется что-то, осадок какой-то, всю воду выбираем и потом его мягкой щеткой, Альберт Петрович за ним ухаживает, и он все стенки, все это обмывает, полощет, вытирает, и заливаем опять чистую воду. Но это несколько раз в лето. Я знаю, что у многих есть на дачах что-то сделано, бассейны какие-то сооружены. Но мы вышли вот так вот.
в таком положении у нас вода находится. Всем всего доброго. Доброе утро. Спортивные танцы – один из самых красивых и зрелищных видов спорта. Согласись, Паша? Да, но при этом, помимо зрелищности, это еще и польза для самих занимающихся, особенно, допустим, для детей, потому что это развивается и, в принципе, физическое состояние хорошо, тренируется чувство ритма, чувство слуха, в конце концов. И вот самый главный вопрос – как же готовить, как же тренировать этих людей? Да, будущих чемпионов. Об этом мы сегодня поговорим с Вячеславом Ефимовым, исполнительным директором Союза танцевального спорта. Вячеслав, доброе утро. Доброе утро. Как вообще сегодня обстановка у нас именно с подготовкой подрастающего поколения по вот этой дисциплине? Много ли тренеров? Мало ли? Хватает, не хватает? Есть ли потребность? Ну, сейчас у нас есть 6 действующих коллективов танцевального спорта. Они расположены у нас территориально. Это город Мирный, город Нерюнгри, город Якутск и город Ленск. Ну, мы считаем, что, получается, территорию нашего присутствия можем расширить, потому что не только дети в этих городах хотят заниматься бальными танцами. Вот. И, соответственно, поэтому вот мы решили заняться такой программой. Вот мы знаем, что недавно прошел интенсив, если не ошибаюсь, для как раз-таки тех, кто будет тренировать. Или же это для участников было? Да, мы сделали сейчас программу по подготовке молодых тренеров. Это совершенно люди, которые на данный момент не имеют своих коллективов танцевальных, но очень любят танцевальный спорт, очень хотят его развивать, очень хотят делать качественный продукт для наших детей, чтобы фактически дети, которые будут заниматься здесь, в Якутии, у этих людей, фактически будут получать знания от самых лучших кураторов России, которые будут свою информацию вкладывать через молодых тренеров в наших детей. А расскажите нам о начинающих тренерах. Кто эти люди? Как будет проходить обучение? Вот, у нас, получается, мы отобрали 10 человек. Возможно, этот список у нас еще немножко расширится. Люди очень разноплановые. То есть, во-первых, территориально. Это и поселок Чернышевский, Мирнинский район, и, получается, у нас поселок Чульман, поселок Йенгра, сам непосредственно Нерюнгри еще дополнительный тренер. У нас село Майя, целых 2 человека мы пригласили для участия в этой программе. Ну, непосредственно еще и город Якутск, потому что как бы большой центр. Вот. Программа наша направлена на то, чтобы научить людей работать немножко по-другому. Не так, как их до этого обучали, не просто выучить шаги, а именно почувствовать детей, научиться их понимать, развивать максимально эффективно в текущих условиях, потому что дети сейчас уже совсем другие, не те, что были раньше, ими нельзя уже так, как в советское время, авторитарно командовать. Вот, поэтому мы меняем не только расширяем территорию присутствия, но и меняем немножко подходы к обучению, меняем менталитет наших тренеров. То есть больше будет все-таки общения, да? Больше общения, больше какого-то интерактива. Хотим сделать, чтобы наш спорт стал более интересен для молодежи, для детей, которые растут сейчас в современных условиях, с гаджетами, с другими, в общем, представлениями о мире. А с какого возраста набираете детей? Детей обычно в танцевальный спорт набирают с 6-7 лет. Это оптимальный возраст, в котором можно заниматься, но, в принципе, ограничений по возрасту нет. Занимаются и дети подросткового уровня, приходят заниматься впервые, и мы занимаемся и со взрослыми, у нас есть такое направление, и со студентами, то есть все возрасты покорны танцу, соответственно, со всеми мы занимаемся, со всеми есть определенные программы подготовки. А вот, кстати, да, среди взрослых как-то сильно востребовано направление? Ну, востребовано было во все времена среди взрослых бальные танцы, потому что люди приходят в осознанном состоянии к этому. Это очень интересно, это интересная программа, это общение.
как ни странно, ну, есть такой стереотип, что люди приходят именно там семейными парами. Ну, нет. Люди приходят именно по своим каким-то убеждениям, по своим хобби. Не всегда это совпадает в семье. Вот, люди знакомятся, общаются, увеличивают свой круг общения. Тем более, ну, такой интересный, интеллигентный круг общения. Вячеслав, вы являетесь пятикратным абсолютным чемпионом Якутии. Расскажите, как вы пришли в танец и что вот для вас это, ваша жизнь? Ну вот как раз я пришел в танцы достаточно поздно, где-то лет в 12 почти. Вот, и к 16 действительно достиг того, что начал побеждать тех людей, которые там начали заниматься как надо, как вовремя. Вот, это был, конечно, трудный путь. Танец для меня сегодня, ну, это образ жизни. То есть я в этом уже, больше, наверное, 25 лет. Поэтому, ну, жизнь свою по-другому, наверное, уже не представляю. Вот, хотя я работал в разных сферах, в экономике, там, в торговле. Пытались, пробовали. Ну, причем довольно успешно я работал в банковской сфере. Но все же... И все же я пришел к тому, что это мое. Вот. В этом я чувствую себя хорошо, уверенно, мне это интересно, мне интересна работа как с тренерским составом, со взрослыми людьми, так и с детьми. Мне нравится видеть развитие и нравится видеть, что я приношу такую пользу. Что-то оставляете какой-то след после себя. Обязательно. Ну, вот, завершая нашу это и, беседу, наверное, и самое важное, да, в любой деятельности. Ну, я думаю, да, что каждый человек хочет оставить после себя какое-то наследие. И я рад, что у вас это получается сегодня очень успешно. Спасибо. Благодарим вас, Вячеслав. Вот, да, самый главный вопрос, конечно же, да, мы сегодня говорим много про именно подготовку, вот эти новые тренера, которые пока, у которых нет коллективов, но хотят тренировать, где и когда уже можно присоединиться к ним, начать подчеркивать для себя и постигать азы танцевального Вот. искусства? Ну, к действующим коллективам сейчас уже можно будет записываться и где-то в августе. Мы начинаем набор обычно. Вот, по действующим коллективам. По новым коллективам сейчас мы только в июле начинаем работу и поиск площадок, на которых люди будут работать. Поэтому сейчас пока я точно сказать не могу. У нас есть инстаграм-аккаунт нашего союза Dance Sport Union ЕКТ. И там мы будем публиковать актуальную информацию как по действующим клубам, так и по новым клубам, куда можно обратиться, чтобы записаться, записать детей, ну и, соответственно, записаться самим. Все, спасибо большое. Ну и уже как бы отходя от темы танцев, переходя уже к нашему эфиру, продолжая его. Такой вопрос. Есть ли у вас, возможно, какие-то семейные артефакты? Вообще, как вы относитесь к каким-то старинным вещам, которые вот дошли до наших дней и, возможно, даже хорошо сохранились? Ну, к артефактам семейным я отношусь исключительно положительно, потому что это создает такие дополнительно какие-то семейные традиции, семейные ценности. Вот, поэтому дорогие душе вещи, они, да, должны сохраняться. Ага. Ну, к чему мы это все начали? В Нирингринском музее освоения Южной Якутии, ну, пускай, может быть, и не семейные артефакты, но хранятся действительно уникальные экспонаты. Да, и их сотни, тысячи, но по которым можно проследить историю самого города, а также людей, которые приезжали его строить и обживать. И сегодня мы расскажем вам о детской игрушке плюшевом медведе. Да, который приехал в Южную Якутию из далекого Казахстана, причем очень даже давно. Доброе утро, Якутия! Сегодня я расскажу вам об одном интересном предмете, о мягком игрушечном медведе, который был культовой и самой знаковой игрушкой 20 века. В Западной Европе и Америке его имя ассоциируется традиционно с президентом США Теодором Рузвельтом и называется Тедди. Почему же ассоциируется с именем Рузвельта? Однажды на облавной охоте Рузвельт отказался стрелять в беззащитного, несчастного, привязанного к дереву медвежонка. Сказал, что это очень неспортивно. С тех пор жители Америки и Западной Европы стали называть медведя
Тедди. В нашей стране медведь известен под именем плюшевый медведь, хотя не все мягкие игрушки были сделаны из плюша. В настоящее время в мире насчитывается более 20 музеев, посвященных мягкой игрушке медвежонку. Также в мире много тысяч коллекционеров, которые занимаются сохранением, розыском вот таких вот уникальных игрушек. В наш музей эта игрушка попала из далекого Казахстана в конце 1970-х годов, когда семья Мальцевых перебралась в город Нерюнгри на постоянное место жительства. И в прошлом году они сдали на постоянное хранение в музей вот этого мишку. Это плюшевый медвежонок, набит опилками. Посмотрите, вот как он сейчас выглядит. В прекрасной сохранности, интересный очень предмет, вызывает интерес у всех наших посетителей. Действительно, такие вещи с собой частичку истории этих дней, конечно же, даже через экран способны передать. А я вот даже считаю, что через несколько десятков лет подобные музеи могут пополняться разными абсолютно экспонатами, например, плавающим домом. Почему? Да? Потому что, как сказал классик, людей испортил квартирный вопрос. Свободной земли в городах становится все меньше и меньше, и порой уже не знаешь, куда можно приткнуть дом. И вот в таких ситуациях на помощь приходят водоемы. Хаусбот – это самоходный дом на воде с автономными системами жизнеобеспечения. Плавучие дома появились в США в начале 20 века. В России статус хаусботов не определен жилищным законодательством. Однако плавучий дом можно зарегистрировать в государственной инспекции по маломерным суднам как плавсредство. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил представить правительству предложение о возможности использования хаусботов на водных объектах. Ну, я начал жить на хаусботе с 15 мая, поэтому чуть больше месяцев я проживаю. А так, да, я планирую проживать здесь постоянно. Зимой тоже свои прелести проживания, да, за окном снег, можно выйти там на коньках пойти или на лыжах, зимняя рыбалка, ну, то есть тоже очень интересно. Я плачу на сегодняшний день порядка 60 тысяч рублей в месяц. Вот. Сюда все входит, стоянка и даже парковка 2 автомобилей у меня. Которые производят такие дома в России, говорят, что главный их плюс, что хоть каждый день вы можете менять свой вид из окна. Несмотря на небольшие размеры, дом обладает высокой обитаемостью. Российские плавучие дома сделаны в соответствии с суровыми зимними условиями. Они, как правило, больше, чем зарубежные аналоги, но при этом стоят в 1,5 раза дешевле. На самом деле очень хорошее решение, даже если и не жить там на постоянной основе, как такая летняя дача на воде, или, может быть, просто дом на колесах, как, ну, допустим, для путешествий. Очень может подойти такая история, я считаю. Да, ну а завершая наш эфир, мы также хотим его на водной ноте завершить. Множество развлечений нам доступно с приходом жаркого лета. Да, на водоемах можно просто покупаться, можно поплавать в круге на матрасе, а можно заняться фактически активным, экстремальным видом спорта. Называется он вейкбординг. Да, мы на этом с вами прощаемся. Увидимся завтра. Включайте каналы Якутия-24 и НВК Саха ровно в 7 часов. Да, ну а утра. прямо сейчас вашему вниманию, собственно, вот этот вейкбординг, как им занимаются люди, ну, в принципе, достаточно зрелищная история. До завтра.